Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. В 2020 году налог на самозанятых могут распространить на всю страну. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В 2019 году в рамках эксперимента этот налог действует в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. По словам Матвиенко, специальный налог в целом себя оправдал. В качестве самозанятых зарегистрировалось более 200 тысяч человек. По разным оценкам, сегодня в России от 3 до 5 миллионов человек работают на себя и, как правило, остаются в тени надзора. Больше всего среди самозанятых репетиторов, нянь, ремонтников и фрилансеров. Многие получают доход от сдачи квартиры в аренду, но налогов не платят. Индивидуальные предприниматели, которые не хотят уклоняться от оплаты налогов, сегодня чаще всего выбирают упрощенную систему налогообложения. Они платят 6% с выручки или 15% с разницы между доходами и расходами, плюс страховые взносы – это минимум 36 тысяч рублей в год. Для многих такие отчисления чрезмерны. Налог для самозанятых оказывается куда более выгодным. Если гражданин получает деньги от другого человека за товар или услугу, он должен платить 4% от дохода. Если работает с компанией, то 6%. Страховые взносы при этом платить не требуется, но есть несколько условий. Таким налоговым режимом может воспользоваться только тот, у кого доход не более 2,4 миллиона рублей в год, у кого нет наемных работников и кто не занимается элементарной перепродажей товаров. Сильное расхождение данных об официальных доходах россиян и их расходах свидетельствует о высоком уровне теневых заработных плат. Об этом заявила заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Данные Росстата и Федеральной налоговой службы отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения, уточнила замглавы ведомства. По ее словам, в Татарстане, например, люди тратят почти на 45% больше, чем официально зарабатывают, а в Саратовской области на 31,5%. Бондарчук подчеркнула, что подобная картина наблюдается по всей России, даже несмотря на существование в регионах программ экономического развития и комиссий по легализации налоговой базы по НДФЛ. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, на что следует обращать внимание при покупках онлайн. В первую очередь стоит обращать внимание на информацию об адресе и полном фирменном наименовании продавца. При этом неважно, является ли продавец юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Также в описании товара должна быть доступна информация об основных потребительских свойствах товара, месте его изготовления, сроке годности, гарантийном сроке, способах доставки, а также о порядке оплаты и сроках возврата товара. В Роспотребнадзоре напомнили, что покупатель может отказаться от покупки, а продавец должен вернуть деньги или заменить товар вне зависимости от условий покупки. Полные рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Минпромторг предлагает запретить закупку иностранных товаров для нацпроектов. Необходимо учитывать, что в основной массе в рамках национальных проектов преобладает использование строительно-дорожной техники, стройматериалов и продукции тяжелого машиностроения. Согласно проведенной оценке, спрос на продукцию в рамках национальных проектов составит порядка 1,5–2 триллионов рублей. Запрет предлагается распространить на период реализации всех национальных проектов. Новый горно-перерабатывающий комплекс «Вертикальная» в Якутии с момента пусконаладочных работ произвел более 40 тонн серебра. Старт работе нового комплекса дал президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи на 5-м Восточном экономическом форуме. Проект располагается на площади более 500 квадратных метров в Кобяйском районе Якутии. На участке расположены 114 точек рудоправления разной степени изученности. По проекту на промышленной площадке комплекса возведены главный комплекс обогатительной фабрики, корпусы галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка. Инвестиции в проект составили 7 миллиардов рублей. Проектная мощность обогатительной фабрики составляет до 110 тысяч тонн руды и производство 75 тонн серебра в год. Из оставшегося твердого осадка будут извлекать свинец и цинк. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.